Здравствуйте, Ильяс. Добро пожаловать в Хабрлар, в нашу студию. И первое, что бы мне хотела у вас спросить, чем вам запомнился 2021 год? Ну, 21 год был очень насыщен разными событиями. Там, можно сказать, и были и очень хорошие события, и, может быть, кому-то и не очень. Выборы прошли у нас в новом формате, вот это вот запомнилось. Много где в разных структурах начались изменения. Это, наверное, после прихода президента Садыр Нургалжиевича. Изменения в кодексах, дополнения. Запомнился тем, что альтернативную дорогу юг-север вот открыли, вот этим запомнился. По поводу кодекса с 2022 года в Кыргызстане может вступить в силу новый налоговый кодекс. Документ одобрен парламентом в первом чтении. Как вы считаете, как это повлияет на ЮХолдинг? Ну, повлияет, как и всем, наверное, если там в производстве или в работе необходимо будет вносить и внедрять какие-то изменения, дополнения. Согласно закону, кодексу, нам тоже, холдингу тоже придется это все внедрять, вносить. Вот. Ну, я не думаю, что там есть что-то плохое. Наверное, это все к хорошему это ведется. Замечается, что, возможно, из-за социального уровня населения или же неготовности бизнеса малого и среднего, многим это тяжело придется. Вот. Может быть, даже я дополнил бы, сказал бы, что можно еще немного времени дать, чтобы немного подстроились, привыкли. А так плохо не будет влиять, только хорошее. Единственное, возможно, будут какие-то изменения в системе всех, в том числе и АИ холдинга, и других там компаний, производителей. Вот. Какой самый трудный период был в 2021 году в компании АИ Холдинг? Какой самый трудный период она пережила? Ну, наверное, как и для всех, это период после пандемии. Вот, когда вот в 2020 году вот это все началось, пандемия, многие после даже боялись выходить на работу, многие, можно сказать, переквалифицировались, рядовые сотрудники, которые работали во время карантина, когда все мы в сжатом режиме сокращенном работали, перестроились куда-то, да, переустроились. Вот. И обратно вот встать на свои, как сказать, на свою дорогу и, как обычно, как ранее работать было тяжело. То есть АЮ полностью, ну не полностью, а в большей степени поменялся, да, подстроился уже под нынешние проблемы. Как? Ну, Глобальная пандемия. Вот, да, можно и так сказать, что когда глобальная пандемия началась, компания, холдинг тут же перестроился, компания, каждое подразделение свои графики перестроил. По указанию президента холдинга некоторые линии на заводах переналадили на производство антисептиков. То есть в то же время сотрудников держали, да, чтобы у них работа была, то есть работали, да, никого не отправляли максимально. И при этом соблюдая на рабочих местах правила или требования санитарные, чтобы там социальную дистанцию соблюдать, масочный режим обработки рук, рабочих мест, там, согласно графику обрабатывать кабинеты, рабочие места специальными средствами, там, проветривать. Вот и все, я думаю. Еще много так запомнилось. Наверное, самое такое запоминающее вот это было.
АЮ считается компанией, которая выдает большое количество рабочих мест для Мгм. граждан Кыргызстана. Оно в будущем увеличится или уменьшится? Ну, как и любая компания, как и любой холдинг, наверное, все стараются только развиваться. И я так скажу, что тем более сейчас скоро уже Новый год, мы все будем стремиться расти, расширяться, увеличиваться. Вот. Ни шагу назад, только вперед. И по нашим данным, 13 декабря 2021 года прошел бизнес-форум команды международного отдела АЮ Холдинга, которая провела ряд встреч с ОАЭ в рамках Всемирной выставки Экспо-2020 в Дубае. Какой вклад сделала компания АЮ Холдинг в Экспо-2020? Да, верно. Наш отдел, международный отдел принимал участие в Экспо. Фонд АИ Холдинг оказал финансовую поддержку на подготовку павильона нашей страны. Это было все совместно через торгово-промышленную палату обязательно. Были много встреч с целью развития и установления новых отношений с компаниями, которые там тоже принимали, с разных стран, которые принимали там участие. Ну, вообще тема, она широкая. И, знаете, я бы предложил, вообще это должно отдельно показываться, именно отдельную тему сделать, и будет более содержимое, масштабнее, если вот именно специалисты наши, которые участвовали, ответят вот на эти вопросы. Могу сказать точно одно, что АЮ Холдинг в действительности принимал участие. Фонд АЮ Холдинга оказал финансовую поддержку. Да, и Ага. точнее, от лица Ага. АЮ Холдинг, не могли бы вы поздравить наших зрителей Да, да. с грядущим Новым годом? Уважаемые дорогие кыргызстанцы, от имени АЮ Холдинга поздравляю вас с наступающим 2002 годом. Желаем вам всем, во-первых, здоровья, благополучия в семье, на работе, чтобы в 2022 году у каждого из вас, из нас было больше таких разных моментов в жизни, которые нас учат быть сильным, и чтобы мы 22 год провели и встретили лучше, чем те годы, которые у нас были. Они тоже неплохие, но хочется, чтобы каждый год чем-то был лучше, и мы только к лучшему стремились. Не болейте. Еще раз с Новым годом. Спасибо большое, Ильяс. От нашей компании тоже Кабралар желает вам всего самого наилучшего и поздравляет вас с Новым годом. Спасибо.